получения материальной помощи имеют собственники жилья, да. Более чуть большая сумма будет оказана за полностью утраченное жилье, потом идет по градации за частично утраченное жилье, и те жильцы, которые проживали по договору социального найма, тоже имеют, претендуют на эту материальную помощь. По арендаторам, да, те, кто без права собственности арендовал квартиры, тут мы будем рассматривать уже не как оказание адресной материальной помощи при пожаре, можем рассмотреть, если у вас доход не превышает прожиточный минимум, уже как адресную материальную помощь на приобретение продуктов питания, сезонной одежды и так далее. Там суммы чуть меньше, но об этом более подробно, когда вы сдадите, предоставите нам документы, уже будет ясно, да, какая семья может претендовать на такую сумму. Мне вопрос к департаменту жилища. Меня зовут Карабынова Алена Егоровна, 8-я квартира. Вот наш дом признали аварийным, да? Мы состоим в очереди по аварийности. Мы есть в списке. Мы можем потом претендовать на жилье, чтобы нам выдали квартиру. Как это все обстоит? На сегодняшний день у вас в распоряжении указано срок сноса расселения в 2025 году. Мы никак не сможем снести ни вашу половину дома, ни весь дом без равноценного возмещения. Должна быть равноценная компенсация. Для того, чтобы что-то сносить, мы должны произвести процедуру изъятия, да, и прийти к соглашению о компенсации за данное жилое помещение. Даже если это половина дома, которая там сгорела, да, без вашего, получается, разрешения снести нельзя, только либо по суду. Тут есть маленькая неточность в вашем выступлении, потому что люди, попавшие в беду, им не касается это адресная проблема. Есть же постановление Верховного суда Российской Федерации, сгоревшие, граждане, пострадавшие от стихийных бедствий, пожаров, техноген, имеют право тотчас же быть переселены. Давайте так, вот у меня есть с собой жилищный кодекс, да, жилищное законодательство. Это у нас тот документ, по которому мы работаем. Если вы ссылаетесь, можете сослаться на него. Я же сразу сказал, если кто-то считает, что его жилищные права нарушены, либо он считает, что его гражданские права нарушены, вы вправе обратиться с заявлением, получите письменное разъяснение, можете обратиться в прокуратуру, либо в суд за защиту этих нарушенных прав. Оснований для переселения других домов, не включенных в программу, у нас нету, потому что на них должны быть предусмотрены лимиты денежные. Чтобы переселить, надо либо квартиру купить, либо заложить компенсацию. Для переселения обязательно должно быть изъятие земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд или в случае признания аварийным. Для нашего департамента основной документ, по которому мы начинаем приходить к соглашению о возмещении или еще что-то, это распоряжение без изъятия земельного участка и жилых помещений. Но агентство земельных отношений у нас не выйдет распоряжение без изъятия, если оно не подкреплено программными денежными лимитами. Предварительно условлено, что первый подъезд восстановлению не подлежит, потому что там сильно пострадали несущие конструкции. Мы примерно посчитали стоимость восстановления, определили объем работ для восстановления второго подъезда. В принципе, он может быть восстановлен. Ваше восстановление.